Селям алейкум, сайгалы достар. Я всех приветствую в нашем уютном дворе. С вами программа «Хрым татар емеклери» и я, ее ведущий Рустем Дервиш. Сегодня мы будем готовить одно из самых любимых, самых аутентичных блюд крымских татар – чебереки. Руки обязательно моем. Наши руки и наши помыслы должны быть чистыми перед приготовлением традиционных крымско-татарских блюд, потому что все начинается с чистоты. Смотрите, как горит фурун. Сейчас фурун içinde yapacağımız борек. Начинаем с теста, с приготовления теста, потому что борек – это пирожок из теста. Так, ну по ингредиентам все понятно. Это самое простое. Это мука, вода, соль и мясо, и лук. Начинается все с теста. Если кто не знает, у меня есть диплом. Где написано, что я технолог хлебопекарного производства. Это если кто не знает. Кто-то будет сомневаться, скажет: о, а что это Менник вдруг стал готовить? Вот. А не вдруг, не просто так. Вообще, каждый мужчина должен уметь готовить, потому что это свобода. Чтобы женщины нами не помыкали. Самое главное, начинаем с теста. Возьмем немного, сегодня приготовим. Вот 2 вот таких совочка. Теперь нам нужно подсолить воду. Разбавляем водой теплой. Нужно дождаться, когда соль растворится, чтобы была правильная пропорция. И начинаем замешивать тесто. Воды мало немножко было, ну, скорее всего, вся эта вода и уйдет. Я обычно делаю сначала ложкой. Женщины, конечно, по привычке сразу руками. Но я сначала ложкой. Так мне удобнее. Видите, это блюдо самое простое. Вообще проще некуда. Просто замешиваем самое простое тесто. Тесто, мясо, что еще нужно? Пожаренное, да? Вот в цепи, предположим, чаще жарили в Казани, а южнобережные мы чаще встречаем на этом саджине. Уникальное дело, что саджин до высылки так называли сковородки особые. Вот мой отец Воронский так и называет эту сковородку саджином, и треножку, в которой этот саджин стоял, на которой он стоял, называется аджин-аях. Чебурек, чебурек по-русски, ну на самом деле это чебурек. Чебурек, чи. Ну, по-разному можно перевести, да, чи чаще переводят как сырой, а бурек это пирожок. Во всем тюркском мире пирожок называют буреком. Вот. Чебурек, ну, есть 2 мнения, да, мне больше нравится, конечно, чырчыр. Еще вот если в Судатском районе в деревнях мы знаем, что чебуреки называли чырчыр, не чебурек, а чырчыр просто. Такое звукоподражательное слово. Соответственно, я так думаю, что в нашем случае чырчыр-бурек – это жареный бурек. Вот мне больше нравится такая версия. Все, тесто наше готово. Теперь его накрываем чистым полотенцем. И оставляем минут на 20. Ну, как раз мы сейчас пока мясо приготовим, пока ножи заточим, пока поговорим об этом, а у нас оно дойдет. И обязательно нужно помыть руки. Самое интересное, вот мне больше всего нравится, вот с кухни вода и с бани, с туалета вода, они уходили в разные ямы. Потому что нельзя было, чтобы эти 2 воды смешивались. Это было грех. Так, теперь переходим к самому интересному. Это фарш. Так, мы берем... У нас такой большой кусок мяса, да? Мы его режем пополам. Сейчас посмотрим, если есть жилки, мы их удалим. Самое интересное в чем заключается? В том, что я сегодня буду готовить это мясо, делать фарш
ножами. Мясорубка, она появилась относительно недавно. Вот. А раньше резали мясо ножами. И до сих пор считается чебурек вкусный, когда фарш нарезан ножами. Начинаем. Острый нож в правую руку, этот сюда. И вот такими движениями, легко и непринужденно, мы режем фарш. Вот это так называемый рубленый фарш. Если фарш готовится вот таким способом, ну, конечно, чебурек получается вкуснее, потому что мясо мы нарезаем, а в мясорубке оно сильно выжимает, эта мясорубка, из него все соки. И получается оно не рубленое, а выдавленное через эти отверстия мясорубки маленькие. И получается не мясо, а уже какая-то мясная паста. Традиционная технология приготовления фарша вот в крымско-татарских домах, когда готовились чебуреки, ну и не только чебуреки, когда готовился фарш, в центр выходили два ножа и начиналась вот такая хайтарма. Сегодня даже уже наши дети этого не помнят, но поэтому наша задача это все возродить. Еще существует такая легенда, ну, конечно, я к ней отношусь как к легенде, что одна из версий, почему чебурек имеет такую форму, да, полумесяца. Якобы воины в походе, когда нужно было приготовить еду, они переворачивали свои щиты круглые, металлические, ставили на огонь и в этих щитах жарили чебуреки. Ну, очень красивая легенда, почему нет? Дошло дело до лука. Чем больше лука, тем сочнее. Смотрите, как это все просто. На ваших глазах готовится простое, но очень вкусное, полезное блюдо. Неспроста это блюдо распространилось на весь Советский Союз. Ну, хотя оно... Что такое Советский Союз? Это же вся Евразия практически. И вот из-за того, что это очень быстро и очень вкусно готовится, в Советском Союзе в 1957 году была открыта первая чебуречная. И она получила такой успех, что они начали очень быстро распространяться, чебуречные. В любом городе мы приезжаем, и мы можем спокойно на вокзале где-нибудь покушать чебуреки. Ну, конечно же, вкус, все зависит от того, кто это делает. Не всегда это хорошо, но если вы хотите покушать вкусные чебуреки, то это к нам, это в Крым. Так, лук у нас готов. Солим, перчим. Солим, перчим. Опять же, на глаз. Я так дома готовлю обычно. Так, все, посолили. И теперь дальше еще чуть-чуть ножами поработаем. Еще раз пройдемся ножами по фаршу, чтобы лучок перемешался и отдал свой сок. Фарш готов. Мы его ложим в такую красивую стеклянную чашечку нашу. Вот. И, ну, я добавлю воды. Люди есть добавляют, есть не добавляют. Но у нас в семье всегда добавляли чуть-чуть воды для того, чтобы чебурек был сочный. И еще, если добавить побольше лука, он опять же, лук даст сок и тоже будет сочным. И опять же, мы нигде не потеряли ни в мясе вот этой сочности, потому что мы его нарезали аккуратно ножами. Все, весь сок в мясе. Так, теперь у нас тесто наше. Вот оно здесь у нас. Отдохнуло. Теперь мы его... Сейчас наша задача его поделить. Сейчас мы его еще немножечко... Чем больше его вот так месишь, тем лучше. Оно проминается, становится более однородным. Не будет там никаких кусочков. Вот. Порежем мы его, чтобы легче было работать. Немножечко вытянем его, чтобы легче было делить на куски. Я, значит, не профессиональный повар, я профессиональный медник, поэтому
Но я люблю готовить. Люблю готовить. И, между прочим, кто кушает то, что я приготовил, они очень довольны. А это главный критерий. После того, как приготовили тесто, нарезали, мы делаем вот такие заготовочки себе. Подумайте только, насколько это серьезно. Вот это просто чеберек. Это же века и века складывалась вот эта вот технология приготовления этого блюда. Достигла своего совершенства, и сегодня мы его видим, и сегодня мы его едим. Это наша традиционная, абсолютно аутентичная еда. Когда говорят «Крым», сразу представляют себе чебереки. Крымские татары и чебереки – это неотделимо. И если мы говорим о людях, которые занимались животноводством, а сегодня мы их считаем кочевниками, потому что они периодически переезжали с места на место, ну, как правило, были это одни и те же места, просто они меняли пастбище. Животное вот пасется на этих лугах, но мы думаем, что это только в степи происходило. Нет, у нас здесь вот южнобережные наши люди тоже так же пасли скот. Перегоняли летом, когда жарко было внизу, перегоняли наверх на Яйлу. Вот. Таким образом они меняли просто пастбище меняли. Они переезжали там специально из-за того, что было им делать нечего, место жительства. Вот. И, соответственно, чем они питались? Раз животноводы, значит, они питались мясо, молоко, ну и выращивали зерно, пшеницу там и прочее. Тесто, мука составляла чуть ли не основную часть рациона людей в те времена. Так, все, мы закончили самый главный этап. Тесто готово, хайма готова. Переходим к огню. Начинается самое интересное. С огня все началось. Огонь есть. Сейчас наливаем масло. Казан у нас уже чистый, я его приготовил. Масло наливаем столько, чтобы чебурек в нем плавал. Сегодня это технологию молодежь называет free, то есть свободно должен плавать чебурек. Свобода – это главное качество наших блюд. Даже чебурек у нас должен плавать свободно в масле. Смотрите, самое главное. Катаем, тесто должно быть тонким, очень тонким. Вот кто не знает, что такое тонкое, берете вот так чебурек и вот так смотрите. Если лицо мужа не видно, все, это еще не тонкий. Какая интересная тема, эти наши чебуреки. Чыр-чыр, говорили. Судакский район, судакские села. Менин бабам Ворон коен день, это деревня Ворон. И по сей день, он, когда вспоминает, ему мать говорила: «Абалам, варананда дагдан гетернес ма не чурпучхлара, бугун чеберек, чыр-чыр япаджамыз». То есть это говорит, вот вроде бы простое задание детям, да? Принесите с леса не дрова, а вот тоненькие веточки. Почему тоненькие веточки? Потому что тоненькие веточки позволяли правильно регулировать, очень точно регулировать температуру масла. Вот, что нам необходимо, чтобы не сжечь наше блюдо. Вот. И там, кстати, опять же я повторю, не говорили чебурек, а говорили чыр-чыр. На чебурек чыр-чыр говорили, они даже не знали слово чебурек. Это потом, после высылки, когда весь народ перемешали, Ялы-Бойлю и Ногаев, всех в одном месте, все стали говорить примерно одинаково. Всех стали называть одинаково. Так, кстати, подошло время, бросаем. То есть мы опускаем вот эту вот четлере. Вот таким простым и нехитрым способом мы определяем температуру масла. Чебурек не должен там долго жариться. Чебурек – это блюдо быстрого приготовления. То есть буквально не больше 1 минуты, и блюдо у нас готово. Что это нам дает? Это нам сохраняет все полезные качества, то, что в продуктах. Продукт не сгорает. Нам же не нужны угли, нам нужен вкусный, полезный продукт. Вот мы не знаем,
откуда это блюдо взялось. А ведь оно очень древнее, даже по тем первоначальным признакам, да, что значит древнее? Чем проще блюдо, тем оно древнее. Ну, это я так считаю. А если мы говорим про чеберек, всегда мне было интересно, я когда начал, ну, я же вообще посудой занимаюсь, с этого все началось. Мне в руки попал чахарах, вот такая штука. Чахарах – это нож для обрезки краев теста. Нож для теста. Но когда ты его берешь в руки и думаешь, что это за штука такая интересная, да? Вот ведь многие забыли, у нас, когда народ выслали, все же с собой чахарах не брали в руки. Взяли некоторые, конечно, но когда с автоматом над тобой стоят, не до чахараха. Почему чахарах? Почему, во-первых, так называется? Это от персидского слова, ну, фарси, чарх, колесо. Но почему петушок? Почему уточка наверху? Вот эти чахарыхи, они встречаются разные формы, да, но всегда везде мы видим петушок, всегда на всех, с колесиком в виде солнца. Уточка это нас уводит в те далекие века, доисландский период, когда тюрки, у тюрков, значит, поклонялись. Уточка была у них таким очень важным элементом их культуры. А здесь у нас петушок. Это еще дальше в историю уходит. Мое мнение, неспроста это фарси, потому что это нас сразу откидывает туда к зороастризму, то есть тогда, когда люди поклонялись солнцу. Самая древняя религия – это 7 век до нашей эры, зороастризм, когда Бог – это солнце, это свет. И сегодня у нас мы встречаем, значит, камни, баш-ташлар, где мы видим фонарь изображен. Что такое фонарь? Фонарь – это луч света, то есть свет, который нам показывает дорогу к Богу. То есть вот в этом маленькой штучке столько информации. И когда мы делаем чеберек, ведь специально сделали такой инструмент, который, когда мы режем, оставляет на краях чеберека лучики. Неспроста лучики. По моему мнению, это солнце на восходе. А солнце на восходе – это главный праздник вообще в те времена. Это Навруз-Байрам, это день весеннего солнцестояния, Новый год, когда начинается Новый год, новая жизнь. И тогда готовили, накануне праздника, готовили вкусные всякие вещи. И сегодня, когда уже 7 столетий, значит, ислам, мы исповедуем ислам, тюрки, я имею в виду, и сегодня, накануне наших главных праздников, мы готовим чебереки. И вот это же неспроста, эта связь. И это все вот начинается вот с этого чахараха. Вот таким образом мы регулируем температуру масла. Вот таким простым, древним, традиционным способом. Тысячи и тысячи лет температуру масла регулировали вот так. Смотрите, как кипит. Это говорит нам о том, что температура масла достигла нужного нам уровня. Вот кого не спрашивал, я когда про чеберек изучал тему, вот это что такое? И все говорят, это же... И все, и пауза, и никто не знает, что это такое. Чырчыр, чахардаух, четлери. Чеберекин четлери. Вот, если кто знает, пишите, потому что все знают это, но никто не помнит. И это ели и так просто, ну вот, и еще и сахаром посыпали. Это было родители, когда, ну, мать делала, всегда вот эти вот первые детям доставалось. И теперь наблюдаем, смотрите, как это все быстро происходит. Вот раз обжарили в свободном масле. И все, мясо получается... сохраняет свои полезные качества. Мы его не сжигаем, а мы едим вкусное, свежее, слегка обработанное температурой мясо. Смотрите, очень важное замечание. Немногие обращают на это внимание. При жарке обратите внимание на масло. Его надо менять, там, пожарил там, порцию чебуреков, ну, условно, там, 10-15. Ну, то есть, один раз пожарил, все, масло это уже негодно, потому что чебурек потом становится черным,
с неприятным запахом и просто вреден для здоровья. Еда должна быть свежей. Вот такой. Так, масло стекло. Для этого у нас есть кевгар. Вот. Сейчас мы чебуреки вот это доделаем. И у нас фурун уже набрал свою температуру. У нас же есть фурун еще на нашей кухне. Древняя печь для приготовления хлеба. Сегодня мы больше знаем о кухне, значит, о таких делах, о фурунах из другой культуры уже, которые, ну, предположим, вот в Италии они в таких печах готовят пиццу. А такие печи у них называются форно. На самом деле это фурун. Ну, у нас в нашей культуре эту печь называют фурун. И пекут в них пте. Или пите, или пите, или пиде. Ну, по-разному от района Крыма, по-разному называли эту лепешку. Ну, а вообще в основе этой пиццы это не что иное, как пте. Греки говорят пита, итальянцы говорят пицца. А мы говорим пте. Андaba. Так, ну все, с чебуреками готово. Теперь мы переходим к очень интересному блюду тёгерек. Значит, у нас все для этого есть, и будем мы его готовить в фурун ичинде. Многие народы мира это готовят, значит, в одинаковых условиях, примерно рождаются у всех одни и те же блюда. Другое дело, что у кого, как называется, меняется только название. А суть одна, хорошо покушать, вкусно. Вообще трудно с этим спорить, конечно. Так, пробуем. Мне самому интересно. Ну, я думаю, что в печке... Что такое фурун? Фурун – это же духовка. В каждом доме сегодня есть духовка, но они, как правило, газовые или электрические. А у нас это дровяная духовка, фурун. Так, все. Я бы, конечно, обрезал, но я видел, что это как-то завернуто вот так. Поэтому мы будем заворачивать край вот таким чудесным образом. Делать его ровно. Теперь у нас есть курек. О, вот сейчас чашечку кофе. Кстати, огонь у нас есть, джезбе у нас есть. Джезбе. Хорошо, когда сам себе готовишь, да? Захотел, кофе попил. Один раз перемешиваем. Хорошенечко в начале производства напитка. Приготовления напитка. Чуть-чуть доливаем воды. И чуть-чуть вот так в это время наш тёгерек готовится. Надо закрыть. Вот, смотрите, обратите внимание, как он сверху уже начинает румяным становиться. Уф, вообще бомба. Кто-нибудь пил такой кофе? Фурун ичиндень. А чтобы он... Ну-ка. Вообще... Можно уже и не пить просто. Можно всем дать понюхать. Слушайте, ну вообще другое. То, что на газе мы делаем, и то, что вот здесь приготовили. Акжанам йолже, бор йолуну мана. Гельянама чеберек ты нашатаем сана. Уникальная песня. Андабаханас. Какая красота. Вот.
И теперь настал тот счастливый момент, когда можно попробовать. Очень часто, вчера смотрел передачу, где блогеры кушают чебуреки в Узбекистане. Ножом, вилкой, ложкой, чем только не ели. Вот, чебурек, значит, мы с детства его кушаем легко и просто. Сначала хочу отметить, что, значит, в некоторых семьях, опять же, в зависимости от района Крыма, обязательно чебурек, и рядом был всегда хатах. Это обязательно. Но у нас в семье, насколько я помню, пока еще помню, Аллах шукур, вот, хошав подавался или компот всегда холодный. Это вот мои воспоминания из детства, поэтому для меня, если чебуреком дома пахнет, это значит холодный хошав рядом. Хошав – это просто компот. Хатах у нас... Нет, я не удержусь все-таки. Я же как это... Надо сделать как дома, как раньше. Вкус детства. Сегодня так не делаем. Вот, теперь хатахнень. Чуть-чуть хатах. Складываем чебурек. Все, передача на этом заканчивается. Больше не могу разговаривать. Очень вкусно. Вот этот хайма, который мы не убили в мясорубке, мясо, а просто нарезали ножом, виртуозно, хочу отметить. Он такой получился цельный, насыщенный вкус сохранил вот это вот. В этом хайма мясо чувствуется. Мясо, лучок, черный перец. Очень вкусно. Ну, я другого, собственно говоря, не ждал. Чебурек очень трудно испортить. Здесь я вас больше мучить не буду. На этом мы заканчиваем передачу. Смотрите нас дальше. Дальше будет еще так же интересно, как и сегодня. Салден Халнес. Мы всегда с вами.